Транспортная реформа в преддверии суровой якутской зимы. Такое гениальное решение пришло в голову якутских управленцев. В Якутске отменяют несколько городских маршрутов. Жители крайне недовольны таким решением городских властей. Теперь вы хотите лишить огромное количество людей 15-го маршрута. Сейчас перевозка пассажиров в Якутске, население которого приближается к 400 тысячам, занимаются частные перевозчики, входящие в так называемый «Союз авто», которым некогда руководил Сергей Максимов. Неофициальный «Союз авто» возник в начале 90-х годов, когда в стране был бардак, и якутское транспортное предприятие ЕПАП из-за нехватки финансирования развалилось. Тогда стихийно появившиеся на улицах Якутска частные извозчики на автобусах очень выручили жителей столицы, и на протяжении многих лет именно они занимались пассажирскими перевозками. Через некоторое время, когда жизнь в стране наладилась и появились деньги, мэрия Якутска могла бы с нуля построить городское автопредприятие, убрав прокладку между собой и жителями в виде частных извозчиков. Но делать этого она не стала, потому что была придумана следующая схема. Частные извозчики регистрируются как ИП и входят в некоммерческое предприятие «Союз авто», которое, в свою очередь, заключило договор с мэрией Якутска на пассажирские перевозки. Это был настоящий сговор между Максимовым и чиновниками мэрии. Мэрия за отдельное вознаграждение не возрождает ЕПАП. Максимов дает работу жителям Якутска, водителям и кондукторам, попутно также обогащаясь на их труде. Сейчас Максимов живет в Москве, но продолжает негласно управлять «Союз авто». Вроде все сыты и довольны. Кроме, конечно же, жителей Якутска, которых никто не спросит, какие маршруты им нужны и сколько им за это хотелось бы платить. Кстати, за 2022 и 2023 год «Союз авто» показал 0 выручки. Все деньги идут через их дочку ЦДС, такое же частное коммерческое предприятие.